Для тех, кто любит творчество и искусство, кто неравнодушен к миру музыки, Минский государственный музыкальный колледж имени Михаила Ивановича Глинки гостеприимно открывает свои двери уже на протяжении 100 лет. Наш концерт называется «Будущее страны». Талантливые юные музыканты, которые смело идут к своей мечте, не боятся пробовать что-то новое, будут сохранять и приумножать традиции белорусской национальной культуры. Свою концертную программу сегодня исполнит для вас стипендиат Фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат международных и национальных конкурсов, обладатель нескольких гран-при, солистка заслуженного любительского коллектива ансамбля цимбалистов «Золотая струна», учащаяся 2-го курса Анастасия Каспорская. Партия фортепиано, дипломант национальных и международных конкурсов Ирина Лукьянова. О каждом музыкальном сочинении, которое прозвучат уже через несколько минут, хочется немного рассказать, погрузиться в замысел композитора, мир образов и эмоций, которые пережиты вместе с педагогом и концертмейстером. И я с большим удовольствием приглашаю на сцену лауреата специальной премии президента Республики Беларусь за вклад в воспитание творческой молодежи, дважды обладателя почетного знака Министерства культуры Республики Беларусь за личный вклад в развитие белорусской культуры Анну Станиславовну Полисову. Каждый музыкант, который посвятил себя исполнительству, обязательно соприкасается с гениальным творчеством Иоганна Себастьяна Баха, являющегося вершиной философской мысли в музыке. Вы услышите смыслы, несущие интонации и риторические фигуры. Это состояние отрешенности, скорби, страданий. Эти образы на протяжении всего барокко. Диалог небесной и земной сфер. Подъем – устремление к Богу. Спуск – сошествие в ад. Всеобщий высший закон давлеет над самолюбием человека. Вы услышите вид движения – прощение на месте, понятие вечности, божественного начала. Преодоление нисходящего движения вносит элемент напряжения. Паузы – это вздохи, умолчание, символ смерти, вечности. Фигуры восклицания, квартовок и винтовые ходы – символ чистоты, веры, устремления к божественному свету, истине, придают звучанию проповеднический характер. Это вы услышите особенно в финальной части. Иоганн Себастьян Бах, Пассакалия, переложение народного артиста Республики Беларусь, известнейшего пианиста, органиста Игоря Оловникова. Пассакалия.
Никколо Паганини, каприз номер 9. Ни один исполнитель, настроенный на овладение профессиональным искусством на своем инструменте, не обходится без использования в своем репертуаре произведений этого автора. Вот что об этом говорит Ференц Лист. Найдется ли еще один такой художник, которого весь мир признал королем всех художников? обучения должно быть обязательное включение в репертуар наших учащихся ярких произведений белорусских классиков. И среди них, конечно же, концерты, написанные для цимбал с оркестром. Сейчас вы услышите концерт для цимбал с оркестром Дмитрия Болеславовича Смольского, номер 3, часть 2 и 3, где представлена историческая картина довоенного времени, оккупация фашистами, и в финальной части звучания квинтовый каркас фа диез первый, си малый, в малой октаве, вызывает картину победы, радости, веселья,
веру в созидательный труд на благо нашей страны.
Владимир Беляев, известный российский композитор, профессор Академии музыки имени Гнесиных, услышавший однажды цимбалы, произнес: «Анна Станиславовна, я заболел этим инструментом», и подарил нам вот такое сочинение. Сергей Рахманинов, Владимир Беляев. «Тихая песнь Родине». Анастасия Хасковская и Антон Пьянов.
то попросили Настю немножечко рассказать о том, как она начинала заниматься, как складывался ее творческий путь. И вот что она рассказала. Ее рассказ будет сопровождаться небольшим фильмом, поэтому, пожалуйста, смотрите с удовольствием и слушайте про нашу юную цимбалистку. Вот что рассказала Настя. Мой творческий путь начался с выбора музыкального инструмента. Мне было 5 лет, я была дома и смотрела телевизор, а там я увидела, как играла девушка на цимбалах. Мне очень понравилось, и я сказала об этом родителям. Меня привели в Станьковскую детскую музыкальную школу искусств. В школе я увидела этот инструмент и сказала, что хочу играть на нем. Училась я в классе по специальности у Короткой Светланы Валерьевны, а первое мое выступление было в детском саду. Также я занималась хореографией и танцевала в коллективе «Сордес», принимала активное участие в хореографических конкурсах, в которых наш коллектив часто становился победителем. Участие в конкурсах дает мне большой опыт сценических выступлений, говорит Настя, и открывает новые возможности для творческого роста. Когда Насте было 11 или 12 лет, она впервые получила первую награду Гран-при в цимбальном искусстве, а в возрасте 13 лет преподаватель предложила ей попробовать свои силы в телевизионном конкурсе «Таленты краины». Здесь был мой первый опыт с игры с оркестром, говорит Настя. В первом туре я сыграла с симфоническим оркестром под управлением Петра Вантиловского, а во втором туре с оркестром русских народных инструментов Минского музыкального колледжа, которым дирижировал Виталий Дубовик. В 2020 году я приняла участие в республиканском конкурсе имени Иосифа Жиновича, где стала лауреатом 3-й степени. За эту победу мне присвоили звание стипендиата Фонда президента по поддержке талантливой молодежи. В общеобразовательной школе мне предложили поучаствовать в конкурсе «Ученик года». В 2021 году я получила заветный титул «Ученик года Минской области» и была признана одной из лучших в номинации «Творческая деятельность». В 2021 году Анастасия Каспорская пришла заниматься в Центр педагогической практики Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки в класс Полисовой Анны Станиславовны. В 2022 году она была зачислена на первый курс колледжа и сразу же была приглашена в качестве солистки и участницы творческого содружества в ансамбль «Золотая струна», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь. Профессиональное мастерство юной цимбалистки было отмечено жюри радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси», где Анастасия получила звание лауреата первой премии, а также стала лауреатом на международном конкурсе «Кубок Подмосковья». За 2 года учебы в колледже Анастасия Каспорская трижды стала обладателем звания Гран-при. Гран-при 8-го открытого конкурса юных исполнителей на цимбалах и гитаре «Золотая струна». Гран-при 2-го Минского городского открытого конкурса исполнителей на белорусских цимбалах имени Татьяны Петровны Сергиенко. Гран-при 2-го Всероссийского конкурса исполнителей на гуслях и других национальных многострунных инструментах «Хранители наследия России». И вновь мы приглашаем на эту сцену Анастасию Каспорскую и Ирину Лукьянову, наш замечательный дуэт. Встречайте! А теперь Анастасия Каспорская и Ирина Лукьянова исполнят концерт Смольского номер 2, часть 1. Это биографичная история основоположника академического исполнительства на цимбалах Иосифа Жиновича, народного артиста Великого Советского Союза. Концерт написан в 1974 году, и тогда мы, юные, спрашивали у Дмитрия Болеславовича Смольского, а что вы представляете в прелюдии к концерту?
А он ответил нам: а это со мной рядом сидящий Жинович, который рассказывает о своем творческом пути, о том, как он однажды, как он технически, виртуозно исполнял на вечеринках свои наигрыши, а через неделю он уже исполнял свои наигрыши виртуозно на другой вечерине у Белорусском театре белорусской драматургии БДТ номер 1. Тогда он еще не носил звания имени Янки Купалы. И вот после этого Жину сделал неимоверное, Иосиф Жинович, неимоверное, овладел нотной грамотой. До этого он не знал грамоты. Закончил вечернюю школу, учился композиции, шлифовал свое мастерство исполнителей, добывал призовые места на всесоюзных смотрах и конкурсах.
Вячеслав Кузнецов, Скерца. Шутка. По своему содержанию мы несколько расширили значение этого слова. Бойкая шутка уступает место прихотливому юмору, а непритязательное веселье переходит в гротеск, радость в тревогу, настороженное ожидание в средней части и снова повтор первой части. Трехчастная форма. Вячеслав Кузнецов, Скерца.
Сен-Санс. Финал второго фортепианного концерта «Соль минор». Переложение известного музыканта-дамбриста Николая Борецкого. Музыка представлена в духе блестящего итальянского танца тарантелло. В средней части слышны церковные колокола. И это сама современная жизнь, где уживаются рядом и церковная, и светская. Раскорская, Лукьянова.
поддержать. Если честно говорить, мы не думали, как-то не планировали проводить этот концерт именно в это время. Но так случилось, значит, так угодно Господу, Богу нашему, что так случилось именно в эти святые дни, пасхальные дни. Это первый сольный концерт Анастасии. В моем классе это практикуется уже давно, это уже стало традицией. И будем продолжать дальше с Анастасией в этом направлении. Продолжать дальше наши сольные концерты. Потому что это учащаяся, в общем-то, обладает способностями и хорошей базой, которую дала Светлана Валерьевна, вот ее преподаватель из Станьковской школы, которая ее развила на достаточно высоком уровне. И ребенок продолжает, эта девушка, уже взрослая девушка, продолжает свое дальнейшее обучение на профессиональном уровне. Хочется, конечно, поблагодарить родителей Анастасии, которые постоянно заботятся о ее творческом росте и дали ей, в общем-то, прекрасное воспитание. Она никогда со мной как бы не вступает в какие-то споры, я вот не хочу, там, не могу, она всегда прислушивается и делает то, что необходимо. Конечно, она предлагает тоже и свои какие-то моменты в трактовке произведения. И мы вот коллегиально решаем, как нам быть, как поступить, как будет лучше. Спасибо всем. Всем вам низкий поклон. Спасибо.